Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Девлет-Герай I правит Крымским ханством уже 10 лет. За это время хан проявил себя как справедливый правитель. Он ведет последовательную проевропейскую политику своих предшественников, строит в Кизлеве соборную мечеть. Несмотря на постоянные военные кампании, при нем начинается экономический и культурный расцвет страны. Он покровительствует ученым и делает богатые пожертвования духовным центрам. Но что бы Девлет-Герай ни делал, в народе его продолжают называть узурпатором. Жители ханства помнили, при каких обстоятельствах погибли Сахиб-Герай и его сыновья. Они считали, что виновен был Девлет-Герай. Хан знал о слухах и знал, кто их распускает. Конечно же, это его раздражало и приводило в бешенство, но он усвоил урок – никогда не поддаваться эмоциям и не принимать поспешных решений. Почти все военачальники и родовая аристократия за 10 лет оценили лидерские качества своего правителя и добивались его расположения. Но далеко не все были так дружелюбны к хану, как могло показаться на первый взгляд. Были и те, кто за глаза называл хана убийцей. Сегодня можно было бы назвать Девлета-Герая хорошим психологом. Он чувствовал врагов, но действовал осторожно. Он одаривал своих подданных землями и подарками, умел найти каждому свой подход. И многие поддавались очарованию хана. Но Девлет никогда ничего не забывал. Он был наблюдательным человеком и обращал внимание, казалось бы, на незначительные мелочи в поведении своих приближенных и членов Государственного совета. И если он мог себе позволить всплеск эмоций, то только в своих личных покоях. Плелись ли в те годы против хана интриги и составлялись ли заговоры, достоверно неизвестно. Но среди населения упорно ходили слухи, что не все сыновья Сахиба-Герая разделили судьбу отца. Якобы удалось сохранить жизнь как минимум одному ребенку, и наступит день, когда принц заявит о своих правах на трон. Вряд ли Девлет-Герай придавал этому значение. Все сыновья и внуки Сахиба-Герая нашли вечный покой в дюрбе Хаджи-Герая в Кыркьере. А в Крымском ханстве мог претендовать на трон только тот Герай, который проявил себя в политической жизни страны. Поэтому вся энергия хана была направлена на благоустройство и укрепление суверенитета государства. Девлет-Герай I искренне считал себя прогрессивным новатором и образцовым правителем. Чтобы пресечь интриги, он всерьез занялся административным аппаратом. Каждый человек, который отныне принимался на руководящую должность при дворе, тщательно подбирался и проверялся на верность. Среди его приближенных был известный в тюркском мире ученый Ибраим аль-Карыми. Правда, в середине 60-х годов ученый с позволением хана отправился в Стамбул, где работал в архивах одной из библиотек. В Крым он возвращается только в 70-х годах. Какова была настоящая цель этой поездки и для чего Девлету понадобилось отправить доверенное лицо в архив соседней державы, остается неясным. Все военачальники также проходили тщательный отбор.
Девлету Гераю необходимы были надежные люди, на которых он мог опереться в случае, если кто-либо из беев или могущественных эмиров в ногайских провинциях ханства посмеет интриговать против него. Хан увеличивает личный профессиональный корпус сикбанов или стрелков из мушкетов до 1000 человек, гвардейских кавалеристов семенов до 2000 человек. Отдельно привлекает добровольцев-христиан в личный состав воинов, так появляется ханская готская пехота. В первые годы их было всего 800 человек. Более того, предыдущие военные походы показали, что держава нуждалась в передовом для тех лет вооружении. Если в первой половине XVI века для крымских сейменов оружие закупалось в Османской империи и некоторых европейских странах, то уже со второй половины XVI века при финансировании Девлета Герая в ханстве начинается производство огнестрельного оружия. Постепенно оно становится популярным во всех провинциях государства крымских татар. И это были не только ружья. Девлет Герай обновил и пополнил артиллерийский парк Крымского ханства. Он был представлен пушками под названием Шахи-Зурбазан, Шахине, Кулумбурне, большие кулеврины, Шахине, Бал-Емис, дальнобойные пушки и другими. Конечно же, более крупные модели закупались в Османской империи, а что касается средних и малых зурбазанов, то с большой вероятностью они выходили из литейных мастерских местных мастеров. Более того, во всех провинциях ханства мужчины, желавшие принять участие в военных походах, должны были проходить раз в неделю военную подготовку на специально подготовленных по этому случаю площадках. Девлет Герай более не желал отступать и терпеть фиаско. Не жалел средств крымский хан и на школу информаторов. Таким образом, имея целую сеть, по сути, профессиональных шпионов, он мог контролировать ситуацию как внутри собственной страны, так и далеко за ее пределами. К 1561 году Девлет Герай знал фактически все, что происходило в отдельных провинциях ханства, настроениях подданных, в какие политические интриги были втянуты европейские дворы и что планировала соседняя Османская империя. Ну и, конечно, вассал ханства – неспокойное Московское княжество. А там происходили любопытные события, которые очень не нравились крымскому хану. Ни для кого в Восточной Европе не было секретом, что московский князь Иван страдал психологическим расстройством. За 10 лет своего правления Девлету Гераю не раз приходилось сталкиваться с причудами своего вассала. 1560 год не был исключением. Иван призывает недруга Девлета Герая, Исмаила Мурзу-Мангытского, выступить против Крымского ханства. Не успел Исмаил Мурза принять это предложение, как крымский представитель в Кремле Мурза Сулешов сделал предупреждение князю: если со стороны Московии будут попытки нарушить мир и покой в ногайских провинциях Крымского ханства, то это обернется большими неприятностями для Ивана. И на всякий случай добавил, что ханский военачальник из крымской ветки мангытов Дивей-бей уже стоит на границе современных Харьковской и Белгородской областей с 20 000 аскеров. В том же 1560 году ко двору Крымского ханства прибыл посол от польского короля Сигизмунда Августа пан Тышкевич. Польско-литовское государство как никогда нуждалось в поддержке южного соседа. Король просит защитить земли, переданные в пользование польской короне крымскими правителями, от посягательств на них Московии на период Ливонской войны. Спустя 2 недели Тышкевич и ханский посол Хаджи Али-бей уже везли ответное письмо Сигизмунду Августу от Девлета Герая и заверенный печатью ханский ярлык, в котором перечислялись все земли, переданные польско-литовской короне еще со времен Хаджи Герая. Девлет Герай писал своему союзнику, что окажет военную поддержку против врагов Польши. Здесь стоит отдельно сказать, что Девлета Герая, кроме политической и военной взаимопомощи с Польшей, интересовал торгово-экономический аспект.
Он прямо пишет королю о свободной торговле. Его страна готова предоставить польско-литовским купцам безопасное передвижение без каких-либо ограничений по территории ханства. А главное, отныне негацианты не будут облагаться высокими пошлинами на экспорт и импорт. И, конечно же, соль, одно из главных богатств крымской земли, может вывозиться без ограничений и по приемлемой цене. Такие же льготы должны были касаться и крымских купцов, особенно тех, кто проживал во Львове. В основном это были крымские татары и армяне. Они имели в городе свои лавки. Через них торговые отношения сохраняли постоянную связь с Крымским ханством и другими крупными мусульманскими крымско-татарскими общинами Галичины, Волыни и Киевщины. А между тем Ивана IV не покидала навязчивая идея вторгнуться в крымские пределы. Раз Мурза отказался, тогда вместо него совершат вторжение московские стрельцы. Сулешов в более резкой форме вторично объяснил князю, если тот не перестанет провоцировать, то не только Дивий бей, но и сам хан готов выступить со своим войском и потребовать объяснений от вассала. Девлет-Герай действительно готовился в конце 1561 года вступить в поход на Московию и потребовать объяснений за набеги московитов на крайние рубежи своего государства. Слова ли Сулешова или угрозы войны на севере с Литвой подействовали на Ивана, но он отказался от идеи разорять ханские пограничья. Более того, теперь московский князь склонялся к мысли покаяться и примириться с ханом. Московский князь официально пишет крымскому представителю и куратору московских дел Сулешову, что все набеги в приграничные территории с ханством совершались без его ведома. Всю вину он возложил на Ивана Восковатого, который в те годы управлял посольским приказом, и Алексея Адашева. Он пишет Мурзе Сулешову, что уже наказал виновников за самовольные поступки и не желает быть и далее в ссоре с Девлетом Гераем. Это была откровенная ложь. Такое же письмо он отправляет и крымскому хану, а вместе с письмом посланники везли в Бахчисарай богатые подарки и ежегодный налог. Московский князь Иван Грозный публично принял положение покаявшегося вассала. Однако хан и его приближенные хорошо знали, что упомянутые персоны не имеют к этому никакого отношения. А еще знали, что в любой момент московский князь может поддаться своему нестабильному душевному состоянию и изменить своим словам. Но такое положение устраивало Бахчисарай, правда, всего на несколько месяцев, потому как за переменой настроения князя стояло еще кое-что, о чем скоро узнает Девлет-Герай и буквально придет в ярость. В том же 1561 году в возрасте 31 года правитель Московии Иван IV всерьез увлекся честолюбивой идеей провозгласить себя наследником византийских императоров, а Москву объявить Третьим Римом. Но для этого необходимо было получить соответствующее разрешение. Именно тогда Москва вспомнила о Константинопольской митрополии, невольно оказавшейся в изоляции от православного мира после падения Византийской империи. В митрополию снарядили посольство с богатыми дарами и денежными подношениями от князя Ивана IV. К слову, титул «царь» не следует принимать буквально. Иван оставался московским князем, а тот факт, что в 1547 году он был венчан на царство – обычная фикция. Даже в те далекие времена светская власть не рассматривала это как акт, обладающий полной юридической силой. Однако новоявленного царя это ничуть не смущало. Тем более он уже замахнулся на более высокий титул византийского императора. Оставалось только получить санкционированную собором и константинопольским патриархом грамоту, подтверждающую, что он, Иван IV Рюрик, является прямым наследником византийских императоров.
Как и следовало ожидать, очень быстро нужная грамота была получена. То ли от константинопольского патриарха Иосафата, не поставившего в известность Вселенский священный собор, то ли от церковных владык, сфабриковавших ее в самой Москве. Согласно грамоте, патриарх Иосафат признавал Ивана царем и потомком византийских императоров. Но, как выяснилось чуть позже, из 37 подписей, скреплявших грамоту, присланную якобы из Константинополя в Москву, 35 оказались фальшивыми. Посягательство на титул византийского кесаря возмутило крымского хана. Девлет-Герай вполне обоснованно считал Ивана IV своим подданным и даже считался с тем, что московский князь по материнской линии происходил из влиятельного крымского рода Мансуров. Но после того, как вассал решился посягнуть не на принадлежавшую ему корону и тем самым поставить себя выше сюзерена, не посмотрели на его ближайшее родство с влиятельными мансурами, и отношения между Москвой и Бахчисараем резко ухудшились. Девлет потребовал от Ивана объяснений. С одной стороны, московский князь не хотел отказываться от византийской короны. Он наивно предполагал, что как только он себя объявит императором, его статус тут же признает весь тогдашний мир. И к тому же слишком много сил и денег было потрачено на эту авантюру. С другой стороны, его пугал Бахчисарай. Ведь хан действительно мог собрать большую армию, и тогда его никто не смог бы остановить. К тому же у Девлета и без того накопилось много вопросов к Ивану, и последний об этом хорошо знал. В Кремле приняли решение отмалчиваться, а события с возложением византийской короны не форсировать. Так что вопрос с титулом византийского кесаря оставался открытым еще почти 10 лет. Наконец, в апреле 1563 года из Московии прибыл посланник в лице воевода Афанасия Нагова. Он привез налоги и подарки за 2 года. Но каково было удивление хана, который ждал оправдательных речей от московского вассала, а услышал предложение объединиться с Московией и вступить в войну с Литвой. Хан с интересом выслушал до конца витиеватые речи посланника. Такая наглость развеселила хана, и его же вассал предлагал ему вступить в союз. Он выслушал посланника и велел ждать ответа. В те же дни в Бахчисарай прибыло посольство из Кракова с ежегодными налогами в размере 15 тысяч золотых и богатыми подношениями хану, его семье и приближенным. От московита не скрыли, что хан расположен к польско-литовскому королю и готов его поддержать в Ливонской войне. А спустя некоторое время посланнику Нагому вручили грамоту, в которой хан настоятельно предлагал князю освободить от московских гарнизонов и переселенцев Казань, прекратить возводить новые крепости и укрепления на границах, и лишь после того, как условия крымского монарха будут выполнены, он, Девлет-Герай, возможно, и рассмотрит предложение Ивана. Спустя несколько недель воевода Афанасий Нагой с большим трудом снова добивается аудиенции хана. Видя, что в Бахчисарае настроены более чем прохладно по отношению к Москве, он берет на себя смелость оправдать действия князя. Мол, Волжская Булгария, так же как и Московский Улус, есть частью ордынских земель. Это одно единое пространство, и принадлежат они, конечно же, Гераям. А Иван IV лишь помогал своему сюзерену усмирить недовольных политикой Бахчисарая казанских беев. Хитрая изворотливость не помогла. Хан согласился, что перечисленные земли – это его владение, но Иван превысил свои возможности и полномочия, за которые очень скоро ему предстоит ответить. После этого Нагова попросили покинуть дворец. Сыграть на честолюбие хана у московского посланника не удалось. Вскоре ему ни с чем пришлось покинуть ханство. Спустя несколько месяцев Девлет-Герай получает письмо из Стамбула. Его друг и родственник султан Сулейман I предлагает Девлету-Гераю объединить усилия и совместно соорудить судоходный канал между Доном и Волгой.
Это бы позволило османам выйти к Каспию и в будущем нанести удар по Персидской империи. Взвесив все «за» и «против», посоветовавшись со своим диваном, Девлет приходит к мнению, что его государству постройка канала не принесет никакой пользы. Напротив, это означало бы присутствие османов в ханстве, а это не входило в планы Герая. Поэтому Девлет нашел способ переубедить султана в нецелесообразности такого решения. Что он ответил Сулейману, достоверно неизвестно. Но в итоге султан согласился с доводами Девлета Герая и отказался от проекта. Казалось бы, на некоторое время хан мог быть спокоен за добрососедские отношения с Османской империей и Польским королевством. Московия в эти годы была под его полным контролем. Пора было заняться семейными делами. У хана уже подрастали дочери. По обоюдному желанию старшая дочь Кутлук Султан Хани вышла замуж за Хаджи-бея Ширинского, впоследствии видного политического деятеля. Уже в юные годы принцесса отличалась умом, волевым характером, вероятно, унаследованным от своей бабки Нурум-Султан. Она была образованной и утонченной султаной, которой еще предстояло сыграть одну из важнейших ролей в истории своей страны. Девлет Герай невероятно гордился дочерью и устроил в ее честь пышную свадьбу. Несколько недель столичный Бахчисарай был украшен арками из живых цветов. Для горожан устраивались представления с комедиантами и акробатами, а по ночам в небе вспыхивали фейерверки. В ханском дворце проходили празднества в честь невесты, на которых Девлет Герай щедро раздавал подарки гостям. На следующий год вторая дочь хана Улуг-Хани дала согласие на брак с Исанаем, вторым сыном Дивея-бея Мангытского. Не менее пышные торжества длились несколько недель в Бахчисарае, а после в Кизлеве. Сюда переехала принцесса со своим двором к молодому мужу. Для вельмож быть зятем хана означало брать на себя большую ответственность, ведь отныне они зависели от воли своих жен. Нам мало известно о частной жизни Девлета Герая. Но судя по тем описаниям, которые дошли до нас, его трепетное отношение к матери, женам и дочерям позволяют нам предположить, что хан был не только многодетным, но и любящим, заботливым отцом. Ни один брак ни дочерей, ни сыновей не был заключен против их воли. Однако и интересы государства в этих союзах были учтены.